В этом выпуске видеоблога Тугра речь пойдет о последнем крымском хане. Имя последнего крымского хана Шагина-Герая овеяно мифами и легендами. Ему и сегодня приписывают массу невероятных вещей, к которым он не имел ни малейшего отношения. И если бы этот Герай не стал последним в списке правящих ханов, то его смело можно было бы назвать реформатором и строителем своего государства. Шагин-Герай действительно внес много новшеств, но на фоне стремительно развивающихся событий тех лет они остались незамеченными. Шагин-Герай родился в 1744 году в Эдирне, в родовом имении Гераев. Его отец Топал Ахмед Герай был родным братом Крым-Герай хана и сыном хана Девлета Герая, героя Прудского похода. Его детство не было омрачено смутами и раздорами, которые с младенчества испытали его двоюродные братья при ханском дворе в Бахчисарае. Первоначальное образование, положенное всем молодым султанам, крымско-татарским принцам рода Гераев, вывело в юном Шагине самый восприимчивый ум, сообразительность, развило в любознательном от природы мальчике интерес к знаниям и к образованию. Его аталыком-наставником был Тамган-ага из черкесов. Шагин-Герай рано лишился отца и вынужден был со своей семьей покинуть Эдирне. Мать увезла Шагина-Герая и его братьев в Фессалоники. Чуть позже будущий крымский хан продолжил свое образование в Венеции. Очень быстро он приобщился к европейскому, высшему по тем временам образованию. Надо сказать, что на тот момент Венецианская республика славилась знаменитым в Европе Падуанским университетом. Спустя некоторое время Шагин принял вид европейца. В 1764 году его призвал к крымскому двору в Бахчисарай родной дядя Крым-Герай хан, пришедший к власти в 1758 году. Отличаясь умом и проницательностью, Крым-Герай некоторое время следил за успехами племянника, и когда последнему исполнилось 20 лет, он вызвал его в Бахчисарай. Крым-Герай, испытав рассудительность и убедившись в здравомыслии племянника, вел его в реальную жизнь ханства, и только после этого назначился раскиром над всеми ногайскими ордами. На самом деле Крым-Герай отдал в подчинение Шагин-Гераю огромную территорию Крымского ханства, простирающуюся от рукавов Дуная до Кубани. Испытание властью – это самое трудное испытание даже для тех, кто рожден на ступеньках трона. В 20 лет получить в полное распоряжение массу людей, богатство и страну и не поддаться соблазнам, не оступиться, не наделать глупостей дано не каждому. Шагин-Герай с этим справился.